шаштык отличится даже атошки дехке псибут доложи дивандин доложи варёх заудичан. О своем дяде, защитнике Отечества Абдурахмане Умарове, племянник Макширип знает со слов отца. Родился ветеран в 1917 году в селении Барсуки. В 1939 был призван комиссариатом Ингушетии на службу на Дальневосточный фронт, где принимал участие в русско-финской войне. Оттуда через 3 года уже в Великую Отечественную ветерана перебросили в Ростов. В окопах в Ростове где-то с 42-го начала года были у него заморожены ноги, с ноги пальцы, и попал он в госпиталь. В этом госпитале ему дали отсрочку на 3 месяца, чтобы выздороветь нормально. Все равно он подал рапорт и ушел обратно в строй. Снова встав в строй, Абдурахман Умаров воевал в Волгограде, Воронеже, Саратове, Кемерове, участвовал в форсировании Днепра. Погиб на границе Эстонской АССР 21 июля 1944 года. Информацию о дяде Макширип вместе с родственниками искали почти 18 лет, пока останки Абдурахмана не были найдены в Эстонии. Руководство администрации города Ленинграда, царь руководства, на братской могиле, в этой могиле находится 7999 человек. Семьи у Абдурахмана Умарова не было, на фронт ушел холостым. Орден Красной Звезды, орден Мужества 2-й степени, орден за освобождение Ленинграда, фотографии, одно единственное письмо, присланное из госпиталя. Вся память о подважном защитнике. Госпиталь Улчхандевана, я возвращаюсь в свою часть, дальше. Уважаемые родители, за меня не беспокойтесь, если даст Бог, мы свидимся после войны. Здоровье у меня отличное, нормально, беспокоиться за меня не стоит. Вернуться домой солдату не удалось. В отличие от его дяди Идриса Албагачиева, брат матери отправился воевать вместе с ним и прошел всю войну. Участник любой хамди чактуах долушану аз до Европы вахавда везде дихон и азм Курский дуга Атуашки Волгоград Саратов Воронеж везде дихон чакбин быш ер дихон кычавахитав на Украину расформировать датсан султая. Победа в одной из кровопролитнейших войн в истории досталась нам не просто так. Ее с каждым днем приближали наши родные и близкие. Помнить о них и чтить их память – это еще один способ сказать им спасибо, уверен родственник ветерана. А Макширип Умаров, в свою очередь, благодарен руководству музея за то, что о наших защитниках узнают и другие жители региона. Шей должен хамди, он хоз вежливо, относиться дежди, он объяснять дежво. Работа по поиску новых имен в музее продолжается. Фонд пополняется новыми именами и фотоматериалами защитников Отечества, принимавших участие в самых разных событиях и отстаивающих рубежи страны. Ну а к 76-й годовщине, как и каждый год, музей будет рад встретить своих посетителей на выставке, приуроченной к Великой Отечественной войне. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.